Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Гайбаки — это необыкновенная этническая группа кряшен, и они, как казаки, участвовали во многих сражениях русской армии, в том числе в Отечественной войне 1812 года. И по одной из версий первыми вошли в Париж. И поэтому названия их деревень, которые были раньше на татарском, на кряшенском языке, по указу царя Александра I были переименованы по названию побед в войне 812 года. Кассель, Остроленко, Фершемпанюас, Париж, Требе. В татарской культуре есть очень много этнографических групп, музыка которых очень оригинальна, не похожа друг на друга. И вот среди них отдельной такой, я бы сказал, частью является культура нагайбаков. Она характерна тем, что в ней переплетаются, во-первых, традиции казачества. Во-вторых, они поют свои песни на татарском языке. Конечно, на диалекте нагайбакском. Thank you.
во всех этих селах пели песни на татарском языке, но с влиянием музыки окружающих народов. И особое влияние было со стороны казачьего многоголосия, что особенно нас впечатлило. И когда я приехала в Казань, стала разучивать эту песню со своим ансамблем «Жумгака». И вот нас пригласили провести программу на выставке, которая состоялась в музее Хазине в Казанском Кремле, посвященная победе российских войск в войне 812 года. Песня вот «Париж, Париж» очень красиво прозвучала. Дело ведь в том, что у нагайбаков и селение называется так вот громко, ярко: Париж, Кассель, Фершампенуаз, Остроленко, Требия. То есть для жителей это как бы является обыденным, а для слуха непривычного, как же вот так вот. Мы съездили в Париж, допустим, и песня про Париж. И они называли свои селения в честь тех городов, которые они брали, да? В свое время, да, в свое время нагайбакские казачьи отряды в составе российских войск, они брали и Париж, и Варну, и Кассель, и эти вот напевы, они, конечно, на сегодняшний день оригинальны. Например, песню вот про Париж, ее очень любят, и не только нагайбаки, но и у нас теперь в Татарстане они стали, можно сказать, хитами. Деревня Париж, конечно, она очень впечатляет, умиляет. Посреди этой деревни стоит Эйфелева башня, ее построили в честь того, что деревня называется Париж. И около этой Эйфелевой башни города гуляют гуси и щипают зеленую травку нагайбакского поселения. Идея заниматься музыкальной культурой нагайбаков у меня появилась много лет назад, когда я первый раз поехала в Челябинскую область на мероприятие, которое проходило в Татарском культурном центре в Челябинске, куда приехали нагайбаки. И там я встретилась с коллективом из деревни Сарышла. Это были пожилые люди,
носители традиционной культуры, которые в аутентичной форме исполняли произведения своего необыкновенного фольклора. Они пели «Баит Саксык» на казачьем многоголосье. Они пели песню «Кукубершен», проводы солдата в армию, проводы казака в армию на много-много голосов. Они пели песню о своей деревне Сарышла, как она потом была переименована в деревню Остроленко. Кроме того, они очень много мне всего рассказали, спели много песен и всех угощали совершенно необыкновенными явствами нагайбакской кухни. Напевы там переплетены, там есть и пентатоника, и диатоника есть, и даже более какие-то другие яркие вкрапления, потому что нагайбаки формировались они из разных таких этнических групп. Там есть вот по фамилиям и Араповы, и Калмыковы, там, то есть кто бы попадал в плен к русским войскам, это вот к середине XIX века. Их всех поселяли в нагайбакские поселения, и они постепенно там уже становились частью вот этого нагайбакского социума. Мне удалось записать очень много произведений. Это был 77-78 год. Тогда еще были живы люди, которые родились в 19 веке. Еще даже служили при казачьих войсках у Деникина, у Колчака. И они еще живо помнили эти казачьи походные, строевые песни. И вот то, что я тогда записал, на сегодняшний день является вот той прекрасной базой, на которой можно вот эти вот ценности вновь включать в современную культуру и искусство. И у нас в Казани прекрасная база для этого – это Институт культуры. И ансамбль под руководством Миникеевой Алсу Рашитовны. Нагайбаки – это симбиоз культур. Это то явление, которое изучает наука, которое называется этнология. Она изучает взаимопроникновение, взаимовлияние культур.
и появление новых культурных феноменов. И таким культурным феноменом как раз является музыкальная культура нагайбаков. У нас нагайбаков нет, наверное, в Татарстане, да? Нагайбаки, как-то как коренное население, они здесь не проживают, но есть некоторые представители этой этнической группы, которые волей судеб оказались в Казани, но они единичные. Некоторые из студентов, которые учатся в наших вузах, являются представителями этой этнической группы, потому что все-таки нагайбаки, это как часть кряшин, они также имеют отношение к татарам, и, естественно, их тянет в нашу столицу Татарстана. И есть даже песни, которые мы тоже исполняем в этой программе, которая так и называется «Егыт Ери Казанда». О Казани всегда помнили, и даже одна из версий появления нагайбаков – это то, что это как раз то войско, которое сопровождало принцессу Суембику в пути к своему замужеству. Нагайский хан как раз окружил ее войском, которое всю дорогу ее сопровождало и потом охраняло в Казанском ханстве. И вот как раз воины этого войска по одной из версий были сосланы в уральские места, где потом образовалось вот это поселение Нагайбаки.
можно сказать, что все-таки культура нагайбаков, она поистине интернациональна еще, потому что включает в себя очень многие элементы культур Поволжья и Урала, да и вообще всего Советского Союза и нашей Российской Федерации сегодня.